Прямой эфир на Якутии-24. Вы смотрите программу «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите сегодня. Ледоход продвинулся. Затор у поселка Сангар-Кобяйского улуса устранен. Какова обстановка в целом по рекам Якутии? Дело Румянцева. Подходит к концу суд в отношении экс-депутата Илтумен по смертельному ДТП. Сегодня были прения сторон. Невыносимый запах, сырость и плесень. С приходом весенне-летнего сезона некоторые дома в Якутске начали тонуть в канализационных водах. Жилнадзор Якутии провел рейд. Жильцы против стройки. В столице возведение большого гаража захватывает территорию детской площадки. Кто прав, а кто виноват? Туллук-2019. В Нерингре объявили имена победителей межрегионального фестиваля театров кукол. Гимнастика на свежем воздухе в Ленском районе. Летом будут проводить утренние зарядки для населения. В Кобяйском улусе пошел активный ледоход. Затор у поселка Сангар устранен. Оперативная группа специалистов провела взрывные работы на месте затора. После уровня воды у населенных пунктов начали стремительно снижаться. По оперативному прогнозу гидрологической обстановки на реке Лени на территории Кобяйского улуса в поселке Сангар уровень воды составил 10 метров 87 сантиметров, при критической отметке 11 метров и 50 сантиметров. По сравнению с показателями полудня сегодня вода упала на 47 сантиметров. Произвели облет, начиная с города Якутска до района 40 островов. И по данным на 12 часов вода здесь в поселке Сангар поднималась, до критического оставалось 16 сантиметров. В 15-16 были произведены подрывные работы в 18 километрах ниже поселка Сангар, после чего вода начала падать. Вот сейчас наблюдаем, где-то чуть больше метра вода упала, и дальше вот уровень снижается. В настоящее время подготовлены пункты временного размещения, также проводятся укрепительные работы на береговых зонах, но будем надеяться на лучшее. Ну а в Усть-Алданском улусе на реках Алдан и Лена гидрологическая обстановка стабильная. На реке Алдан уровень воды ниже критических отметок, ледоход редкий. Все рабочие группы отозваны, и на местах продолжается дежурство по контролю уровня воды. На реке Лена, в населенном пункте Арытит, уровень воды отмечается 7 метров 17. Это за 8 часов отмечается понижение на 8 сантиметров. Обстановка нормальная, ледоход редкий. Так, если будет такая обстановка, планируется завтра отмена повышенной готовности. Если говорить в целом, то паводковая обстановка на реках Якутии стабильная. Уровень воды снизился в реке Алдан у города Таммот Нерингринского района и достиг 734 сантиметров при критическом 820. А у села Белькачи Усть-Майского района уровень воды составил 1992 сантиметра при критической отметке 2130. У села Эжанцы уровень воды 1323 при критическом 1500. У поселка Эльдикан 1416 сантиметров при критической отметке 1515. У поселка Хандыга Тампонского района уровень воды 925 сантиметров. Отмечается редкий ледоход. Ну а на реке Индигирка у поселка Уснера Аймеконского района уровень воды 279 при критическом 650. На реке Колыма у города Среднеколымск 918 сантиметров при критической отметке 1200. Наблюдаются подвижки льда. Тем временем затопило автодороги Амга-Усть-Мая и Усть-Мая-Петропавловск. Впрочем, два участка республиканской дороги Амга-Усть-Мая затапливается ежегодно. Эти участки начали строить еще в 90-х, и с тех пор происходит их затопление каждую весну. Несмотря на то, что дорога построена и сдана в эксплуатацию в ноябре прошлого года, сквозного проезда из Усть-Маи до Амги и Якутска нет. Несмотря на то, что дорога сдана, проезда сквозного от Усть-Маи до Амги и Якутска, соответственно, нет. Районная администрация, мы сегодня готовим письмо
в адрес министра транспорта, первого заместителя председателя правительства Колодезникова Алексея Засимовича на предмет того, чтобы были приняты меры по отсыпке полотна дороги на данных участках, чтобы мы могли пользоваться данной дорогой. Дорога Усть-Мая-Петропавловск является также республиканской и построена в 2013 году. Неправильно составленный проект привел к занижению этого участка дороги перед Петропавловском. Поэтому дорогу топит в паводок и отрезает районный центр от Петропавловска и аэропорта. А пока, чтобы добраться до поселения, жители вынуждены пользоваться старой аварийной и закрытой дорогой. Необходимо здесь провести работы. Порядка 10 тысяч кубов засыпать, чтобы не происходило подтопление автодороги. Также на участке Усть-Мая-Петропавловск необходимо тоже поднять автодорогу примерно на 1,5 метра, то есть это на расстоянии 1 километр. Работы эти предусмотрены на 2021 год, реконструкция автодороги Амга на участке Усть-Мая и Горенок. По всем предварительным прогнозам, река Лена в районе Якутска очистится ото льда в 20-х числах. Открытие судоходной обстановки ожидается 25 мая. На маршруте Якутск-Нижний Бестях будут работать 11 паромов. На грузовых перевозках по маршруту Кангаласы-Соттинцы будет привлечено 2 судна. А по линии Максоголовка-Чекацы 5 паромов. В настоящее время перевозчики обустраивают причалы и завершают работу по подготовке паромов к навигации. Тарифы, которые вы видите на своих экранах, остались на уровне 2016 года. Тем временем подвели итоги перевозки топлива автозимниками по Якутии. План перевыполнили на 4000 тонн. Перевезено 550 тысяч тонн топлива из запланированных 537 тысяч. На увеличение объема повлияли несколько факторов. Это раннее открытие автозимников, быстрый темп перевозки и инвентаризация котельного топлива на местах. Что касается навигации, то в этом году водным путем по районам доставят 370 тысяч тонн топлива. А общий объем поставки угля в этом году составляет 200 тысяч тонн. Поставка нефти планируется в объеме 67 тысяч тонн. Наибольший объем перевозок у нас традиционно это Верхоянский филиал. Изначальный план составлял 69 тысяч тонн, мы перевезли 76. Последними в первой декаде мая завершены перевозки для нужд отдаленных сел Алайховского района, это села Баягныр и Бералях. К другим темам продолжается суд над бывшим депутатом Илтумен Николаем Румянцевым. Осенью 2017 года он совершил наезд на 3 людей на своей машине в Якутске. Один из них погиб на месте. Сегодня в городском суде завершились прения сторон. Обвинительный приговор будет оглашен судьей 22 мая. Все подробности у Сусанны Рожиной. Не все так однозначно в уголовном деле Николая Румянцева, в котором он обвиняется в убийстве одного человека, который он якобы совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения 7 сентября 2017 года на Намском тракте. Сегодня состоялось в городском суде судебное заседание, прения сторон, в котором таки выступил Николай Румянцев, и где он в своем слове сказал, что был трезв и выпил только после совершения ДТП, так как находился в шоковом состоянии. Гособвинение требует для Николая Румянцева более 4 лет колонии поселения, а он сам требует оправдательного приговора. Ты же человека убил, понимаешь? Это трагедия. И каждый человек за свои поступки должен отвечать. Я не исключение, я тоже отвечаю. Но после ДТП я не знаю, вот те люди, которые меня тоже стараются судить, те люди, которые меня стараются посадить, ну, они бы как вели таких ситуаций, я не понимаю. Они бы, может быть, бочку водки выпили бы, на самом-то деле. Согласно материалам суда, через час после ДТП у Николая Румянцева алкотестер показал наличие алкоголя в крови в размере 0,25 промилле, а через 4 часа уже 0,8 промилле. Это и означает, что я выпил после ДТП и показала
Вот выпил, поэтому вот когда они приехали, через минут 5-10 вот приехали, и там показалось как раз, вот это и показывает минимальную, потом потихоньку возрастает. И это тоже одно из доказательств того, что я употребил после ДТП. Как утверждает сторона защиты, потерпевшие мужчины стояли на середине трассы и не обращали внимания на проезжающие машины. Кроме того, в ходе следствия установлено, что у всех троих потерпевших мужчин пробы на алкоголь также положительны. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу Николай Румянцев рассказал подробности этого резонансного ДТП. Они стояли на дороге, на асфальте дороги, по ходу моего движения. Вот. Я не знаю, о чем-то разговаривали, нет, просто резко. Я ехал по дороге, поворот был, после поворота вот впереди меня машина ехала, где-то метров 200, вот так, наверное, 300. Вот. Поэтому я ехал ближним светом фар, потом после поворота я выехал на дорогу, и навстречу ехали машины, встречная машина меня немножко вот так ослепила, потому что дворник работал на полную мощность, я вот в его сторону, повернул голову в его сторону, и вот повернулся и сразу же вот перед собой увидел людей, даже не успел тормознуть. Вот произошла трагедия. У каждого своя правда. Примечательно, что пострадавшие, вдова и родственники погибшего 3 раза ходатайствовали о завершении дела по примирению сторон. Обвинительный приговор суд вынесет уже 22 мая. Сусанна Рожина, Григорий Охлопков, Якутск. Сейчас короткая пауза, меньше 1 минуты. Смотрите далее в нашей программе. Туллук 2019 в Нейрюнгри объявили имена победителей межрегионального фестиваля театров кукол. Гимнастика на свежем воздухе в Ленском районе летом будут проводить утренние зарядки для населения. И коротко о важном, обзор новостей и событий Алданского района в конце выпуска. Итоги дня на Якутии-24 продолжаются. Меня зовут Влад Давыдов. Невыносимый запах, сырости, плесень. С приходом весенне-летнего сезона некоторые дома в Якутске ежегодно начинают тонуть в канализационных водах. По обращениям граждан сегодня Жилнадзор Якутии провел проверку. Как проходил рейд, в репортаже Анастасии Кобызевой. Периодически, когда труба засоряется, вот на прошлой неделе, здесь тоже мокро было. Получается, все вот это под квартиру туда выходит, за полы. Поэтому запах. И с той стороны, получается, тоже выходит туда. Ирина Кузакова с маленькими детьми в таких ужасных условиях живет уже 5-й год. В многоквартирном доме постоянно прорывает канализационную трубу. Грязная вода из-под дома просачивается в квартиру. Запах невыносимый, на стенах плесень, круглый год холодно. Из-за этого годовалый сын Ирины стал часто болеть. Да, мы постоянно вот в поликлинику ходим. Бронхит где-то раза 4 было, а так вот эти вирусные, от переохлаждения, которые болеют, это уже за год, наверное, 8 раз уже точно болел. То есть он каждый месяц у меня болеет. Женщина по 3 раза в месяц звонит в управляющую компанию «Теплоэнергия», но по ее словам ответ всегда один. Насоса нет. Соответственно, мы тут и через 2-й этаж ходим, и прыгаем, и тонем. Терпение у молодой мамы лопнуло. Она обратилась в Жилнадзор. И совпадение. Насос появился, а откачивать воду управляющая компания приехала прямо во время проверки. Представитель УК «Теплоэнергия» уверяет, что воду откачивают регулярно. Правда, когда это было в последний раз, он вспомнить так и не смог. Ну когда вот примерно, можете сказать, когда вы здесь были, кроме сегодняшнего дня? Я информацию вот данные, всю информацию, сколько раз откачивали, все, журнал посмотрю. Я на прошлой неделе позвонила, сегодня только поставили насос. Сказали, насоса нет. Когда насос мы ставили еще до этого. Вот когда тут закрывали, мы тоже насос стоял. Вы уже наговариваете. И это проблема не одного дома. Несколько лет в канализационных водах тонули и жители дома по адресу Отчиченко 28/1. В последний раз трубу прорвало так, что затопило весь двор. Достучаться до управляющей компании «Столичная» у жителей не получилось. Тогда они написали письмо в Жилнадзор. И снова совпадение. Трубы сразу починили. Тут все в воде было. Начиная вот с палисадников, и все из-под дома текло сюда. Ну, представьте, какие это были запахи. Не духами французскими точно. Течь канализации они устранили.
но при этом, когда разбирали заваленку, не восстановили, строительный мусор не убрали. Более того, инженерные коммуникации на зиму не были утеплены, да, это все мы видим. Нарушения есть, будут выданы предписания управляющей компании, чтобы восстановить. Таких домов по городу немало. Руководство Жилнадзора рекомендует жителям столицы в случае бездействия управляющих компаний обращаться напрямую к ним. Анастасия Кобызева, Григорий Николаев, Якутск. А жители Якутска по улице Аюнского недовольны стройкой двухуровневого гаража перед домом. По словам горожан, проект этот не согласован и не соответствует правилам безопасности. Более того, люди указывают на то, что объект захватывает территорию детской площадки. У застройщика другое мнение. В конфликте разбирался наш корреспондент. Надо было вам подойти тогда сюда и Документы показать. Нет, как что подойти? А кто нас предупредил о том, что будут публичные слушания? Нет, вы не правы, вы не правы. Надо все равно было в курс поставить жильцов хотя бы. Понимаете как? Вместо этих гаражей надо было построить спортивную площадку для детей. Тут 3 девятиэтажных дома. Проживает 1500 человек. Из них, наверное, где-то половина детей. По словам жильцов, на междворовой территории происходит незаконное строительство объекта, который не должен находиться рядом с домом. Как говорят жители, территория предназначена для научно-образовательных и инфраструктурных элементов, а строят здесь гараж. Помимо этого, стройка захватила общедомовое имущество, часть детской площадки. Теперь жильцы требуют полного контроля и проверки процесса. Земля получена в аренду для, значит, целей обслуживания автотранспорта. Вот, опять же, не строительства капитального. А разрешение выдано, значит, в апреле этого года на строительство капитального объекта, гаража, 49 машиномест. В прошлом году застройщик принял участие в открытом аукционе на строительство гаражных мест. После получения тендера был подписан договор аренды земли. По словам директора, все технические условия соответствуют нормам. Территорию стройки оградили согласно генеральному плану, по нему же ограждение попало на детскую площадку, из-за чего и разогрелся сыр-бор. Я предоставлю все документы и думаю, все уладим. У нас в плане так и так благоустройство и детской площадки есть. И с жильцами общий язык найдем. Я сам тоже жилец с этого квартала. Как говорят жители, другой застройщик, другой мэр. Все меняется, а проблема остается. За короткое время уже вторая попытка захвата общественной территории коммерческими фирмами. Однако житель Андрей Чиросов уверен, нарушения целевого использования земли имеются, и пункты договора все-таки нарушены. Поскольку объект не соответствует ряду требований, а значит, есть основания для того, чтобы его расторгнуть. Несмотря на свои заверения, застройщик не мог предоставить документы. Проблема есть, но вопросов больше, чем ответов. Мы продолжим отслеживать ситуацию. Руслан Варламов, Григорий Охлопков, Якутск. В Нерингре объявили имена победителей межрегионального фестиваля театров кукол «Тулук-2019». Участниками этого яркого праздника стали 4 ведущих театра кукол Дальнего Востока, рассказывает Екатерина Павлова. В рамках второго фестиваля 4 ведущих театра кукол Дальнего Востока в течение недели представили юному зрителю свои уникальные сказочные постановки. Спектакли не только удивили детей красочностью представлений, но и напомнили об основных человеческих ценностях – дружбе, справедливости, доброте. Творческий полет игры кукольников оценивало креативное и профессиональное жюри. Сегодня театрам довольно-таки трудно проводить фестивали, какие-то конкурсы, собрать друзей вокруг себя. Нерингринский театр актера и кукол сделал это. И за это коллективу театра, художественному руководителю этого театра Петру Турхановичу огромное спасибо. Итоги фестиваля с распределением номинаций состоялись в последний день его работы 19 мая. Сразу 2 номинации получил спектакль «Гулливер» Нерингринского театра актера и куклы. Это лучший детский спектакль и лучшее художественное оформление. Спектакль «Незабываемая история путешествия Гулливера»
вера домой. Герою предстояло пережить невероятное приключение в стране лилипутов и в стране великанов, где лишь силы любви не дали ему отчаяться, заставляя бороться с трудностями и невзгодами, чтобы достичь своей цели. Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство», город Чита, добрый друг Нерюнгринского театра, заслуженно увез с фестиваля несколько наград. В номинации «Лучшая режиссерская работа» награды удостоен Александр Поветкин за спектакль «Ты, я и кукольник». Призы в номинации за лучшую женскую роль получили актрисы данного театра Ольга Шмалько и Людмила Сюльженко. Огромное спасибо этому залу, этому зрителю. В номинации «Лучшее музыкальное оформление» награду получила сказка о глупом мышонке Приморского театра кукол «Город Владивосток». Не хочу я спать нисколько! Специальный приз Союза театральных деятелей Якутии вручен театру кукол «Тирлямы» из Братска за спектакль «Умус Кен» по мотивам эвенкийской народной сказки. Представление вызвало у маленького зрителя большой восторг. Очень интересный. Там еще такие вот смешные герои, как эта палатка, как его там, и этот огонек. И такие смешные оба. Мне запомнилось, как главный герой Мусликена спас свою сестру и свое племя от злого Аллахи. Больше всего это запомнилось. И мне больше всего герой понравился, это Мусликен. Он очень храбрый и добрый. Приз в номинации за лучшую мужскую роль получил Никита Грищенков за спектакль «Умус-Ликен». Это первая награда актера. Его игра стала настоящим открытием фестиваля. Немного, я не могу сказать, что он сильно сложный, но он сложный в плане работы именно технической. В плане психологии, да, то есть как проживать, как-то близко, потому что юноша молодой, который ищет себя, потом находит, как-то близко. Такой опыт получил, это тоже много значит. 5 творческих дней фестиваля пролетели, по словам гостей, как 5 коротких волшебных часов. Все остались довольны и в дополнение к наградам увезли с собой частицу доброты и ярких эмоций. Это же как бы еще на будущее, закваска такая, будущей дружбы, как бы сотрудничества. Это здорово. Я думаю, что как бы мы еще, так сказать, не будем уже такие большие паузы делать. Очень надеюсь, что следующий фестиваль мы проведем через год все-таки. Очень на это надеюсь. Фестиваль стал праздником и для тех, кто играл на сцене, и для тех, кто находился в зрительном зале. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В Ленском районе будут проводить утренние зарядки для населения. За первым занятием наблюдала Анна Кожевникова. На зарядку становись. Нет, это не детский сад и не летний детский лагерь. На утреннюю гимнастику вышли разновозрастные группы ленчан, работники различных предприятий и организаций. Как говорится, и стар, и млад. Уже второй год Ленский спорткомитет с 20 мая начинает проводить общегородскую зарядку. Согласно календарному плану Министерства физической культуры и спорта, по всей республике рекомендуется проведение утренних зарядок. Также хотелось отметить, что у нас и утренние зарядки будут проводиться по поселениям, где у нас штатные инструктора-методисты. Это поселок Витим, поселок Пеледуй, село Артанахара, село Чамча, Дорожный, Бичинча, Южная Ния, село Натора. За неделю до старта общегородской утренней зарядки спорткомитет разослал письма по трудовым коллективам Ленского района, приглашая принять участие всех желающих. В первый день утренней гимнастики на свежем воздухе собрались в основном молодые люди. Тренер Иван Александрович всех собрал нас, позвал, организовал, так сказать. Это очень здорово, полезно с утра заниматься спортом. Заряд, настрой на весь день. Отрадно для организаторов было видеть в рядах участников прошлогодних постоянных любителей утренней зарядки, в числе которых и пожилые люди. Они ждали открытия сезона с нетерпением. За лето 2018 года в общегородской зарядке приняли участие несколько сотен людей. В этом году спорткомитет ждет своих постоянных и новых участников. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. На этом выпуск завершаю. Эфир продолжит обзор новостей и событий Алданского района. Слово коллегам. Здравствуйте. Вчера, в третье воскресенье мая, весь мир почтил память погибших от СПИДа. Алданские эпидемиологи вместе со школьниками провели традиционную просветительскую акцию раздачи красных ленточек и буклетов. Работу со всеми категориями граждан врачи ведут в течение года. По количеству ВИЧ-инфицированных Алданский район занимает 5-е место в Якутии. ВИЧ-статус здесь имеют 156 человек. Вирус не проводит границ, и о собственной безопасности должен помнить каждый. Вы знаете, вот сказать
сказать слово «боится» я бы, наверное, не стала говорить. А вот просто люди не задумываются. Просто они считают, что это где-то далеко, их это не коснется. Пока не случится, пока гром не грянет, молодые люди не задумываются о том, что есть такие заболевания, как ВИЧ, СПИД, гепатит и так далее. К другим темам. Открытые вакансии имеются на 14 предприятиях Алданского района. Специалистов различного профиля работодатели попробуют найти в Алданском политехникуме на ярмарке вакансий. Повышенным спросом пользуются технические и рабочие профессии. По-прежнему востребованы сотрудники в промышленности и добыче. Не теряет остроты кадровый вопрос в сфере общественного питания. Человеку, не имеющему специальных знаний, найти работу сложно. На его долю остается неквалифицированный, низкооплачиваемый труд. В конце недели в школах пройдут торжественные линейки и прозвенят последние звонки, возвещающие о наступлении самых длинных каникул. Для нескольких сотен алданских школьников последний звонок станет предвестником взрослой жизни. После сдачи госэкзаменов они получат аттестаты. В пятницу, 24 мая, учащимся 9 классов предстоит сдавать экзамен по иностранному языку. А спустя 3 дня, в следующий понедельник, в аудитории придут 11-классники-литераторы. Большее количество детей сориентировано на предметы получения на предметы, которые необходимы для получения технических специальностей. Работа по созданию единого районного ресурсного центра продолжается. В здании, куда к новому учебному году переедут школьные кружки и секции, идет ремонт. Ожидается, что постсоветский дом пионеров соберет порядка 20 студий дополнительного образования. Помимо действующих ресурсов, на базе центра планируется открытие технопарка, в котором будут работать направления космонавтики, авто, мото и робототехники. В течение этого года мы уже начнем приобретать необходимое оборудование для ее организации. Там направлений очень много, уже есть готовые комплекты оборудования. Таковы новости Алданского района. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с Якутией 24.